В 1885 году на острове Шри-Ланка случилось событие, которое символически объединило буддистов всей планеты. А предшествовали этому годы борьбы сингальского общества за выживание буддийской религии, культуры и мышления. В полнолуние месяца Вайшака или Весак, а по европейскому календарю это 28 апреля 1885 года, в день рождения Будды Шакьямуни на острове Шри-Ланка в селении Катахена неподалеку от Коломбо впервые был поднят буддийский флаг. В этом году всемирному буддийскому флагу исполняется 140 лет, и сегодня я хочу рассказать о нем. За 2500 лет, пока существует учение Будды, люди обозначали буддизм самыми разными символами. Это был и лотос, и пустой трон, и дерево Бодhi, и колесо учения Будды. Но только одному из этих символов было суждено стать всемирно признанным и объединяющим всех буддистов планеты. Это всемирный флаг буддизма. История его создания восходит к маю 1880 года, когда на землю Шри-Ланки, а тогда еще Цейлона, ступил отставной полковник американской армии, журналист, общественный и религиозный деятель Генри Стил Олькотт. Бывшему военному полюбился изумрудный остров, он остался там жить, принял буддизм и присоединился к движению за возрождение учения Будды. В то время все буддийские религиозные праздники на Шри-Ланке были упразднены, а религиозные мероприятия строго карались законом. В 1884 году Олькотт отправил в Лондон письмо, в котором убедил британское правительство объявить День Весак, как называют день рождения Будды на Шри-Ланке, государственным праздником с мая 1885 года. Чтобы защитить это начинание, буддисты создали Комитет защиты буддизма, который возглавил выдающийся буддийский монах Хиккадови Шрисумангала Тера, а в состав его вошли видные представители монашеской общины и интеллигенции острова, в том числе, конечно же, и полковник Олькотт. Комитет поставил перед собой задачу разработать буддийский флаг, поднятие которого символизировало бы возрождение буддийского учения на колонизированном в то время острове. Флаг должен был быть поднят в день полнолуния Весак 28 апреля 1885 года, в день, объявленный государственным праздником. И вот, в день полнолуния 28 апреля 1885 года 10 членов Комитета защиты буддизма впервые подняли буддийский флаг. На следующий год Генри Олькотт и члены комитета приняли решение изменить форму флага, так как его длина создавала неудобства для общего пользования. В результате флаг по своей форме стал соответствовать национальным флагам разных стран. В 1889 году полковник Олькотт и известный сингальский религиозный деятель Анагарика Дharmapala подарили модифицированную версию буддийского флага японскому императору Мэйдзи, а затем и Мьянме. Во время празднования Весака 1889 года буддийский флаг был поднят в своей модифицированной версии и с тех пор остается неизменным для всех традиций и школ буддизма. В 1950 году профессор Ганапала Малаласикера на заседании Всемирной буддийской федерации, состоявшейся в Канди 25 мая 1950 года, предложил принять его в качестве официального буддийского флага. Через 2 года обсуждений в 1952 году Всемирный буддийский конгресс единогласно принял этот флаг в качестве международного. Цвета буддийского флага символизируют совершенство состояния Будды и Дхармы. Согласно палийскому канону, древнейшему из собраний священных буддийских текстов, от тела Будды исходило свечение 5 цветов, которое и было отражено на буддийском флаге. Вот что означают эти цвета. Синий цвет, исходивший от волос Будды, символизирует дух безмерного сострадания ко всем существам. Желтый цвет, исходивший от кожи Будды, символизирует срединный путь, который позволяет избежать крайностей и обрести равновесие и освобождение. Красный цвет, исходивший от плоти Будды, символизирует благословение, которое приносит практика учения Будды.
Белый цвет, исходивший от костей и зубов Будды, символизирует чистоту учения Будды и освобождение, которое оно приносит. Оранжевый цвет, исходивший от ладоней, ступней и губ Будды, символизирует непоколебимую мудрость учения Будды. Комбинация 5 цветов в вертикальном и горизонтальном виде символизирует универсальность истины буддийского учения. Таким образом, общий вид флага символизирует, что независимо от расы, национальности, вероисповедания или цвета кожи, все живые существа обладают потенциалом для достижения состояния Будды. Помните, друзья, о важности сохранения буддийского учения и буддийской культуры. Çöpkürüge, berin külün, ere çılgı.